Добрый день, с вами «Свобода премиум», я Юрий Дракохруст и участники нашей сегодняшней передачи. Это из Москвы политический обозреватель русской службы «Радио Свобода» Михаил Соколов. Михаил, добрый день. Добрый день. И из Минска политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней беседы – это как изменится Россия после возвращения и возможного осуждения Алексея Навального? Алексей Навальный вернулся в Россию, вернулся после лечения, после отравления. ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний, уже объявила, что перед его прилетом, что мы его задержим и подадим документы на то, чтобы его осудили на реальный срок. Ну, как бы первая часть плана выполняется. Навальный приехал, Навального задержали, Навального пришли встречать сотни людей, может, тысячи людей. 50 человек или, по-моему, 70 человек были арестованы, задержаны. И вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, в Химкинском отделении полиции московской происходит суд над Навальным. И вот сейчас будет выясняться, какое же решение будет вынесено. Я предлагаю поговорить все-таки о более широком, возможно, резонансе вот этого возвращения. Ну, безусловно, это, я думаю, даже недоброжелатели Навального признают, что это ход сильный, это круто. Вообще политика, она все-таки, особенно в восприятии простых людей, она, в общем, очень сильно измеряется моральной, моральной шкалой. И вот когда человек, понимая, что он, скорее всего, попадет в тюрьму, тем не менее, из сытой, благополучной страны возвращается фактически в тюрьму, ну, это, в общем, впечатляет. Но какие политические последствия могут быть этого шага? Ну, вспоминается исторически, как, скажем, когда во время борьбы Индии за независимость Ганди объявлял за голодовку, и вся Индия поднималась на забастовку, поднималась на протест. Михаил, вот что-то похожее в России может сейчас произойти? Вот может ли в это возвращение Навального, ну, возможное осуждение, а может быть и оправдание, кстати? Тоже. Российская власть в этом смысле умеет играть во всякие игры. Но она вот будет таким вот как бы моментом истины для общества. Ну, добрый, конечно, день. Трудно говорить сегодня. День нехороший, поскольку все судилище происходит в условиях очень редких для России, когда судья прибыл в отделение полиции сам, и, в общем, не соблюдаются никакие нормы УПК. Это просто к картине, которую мы имеем сейчас, и поведению власти, на мой взгляд, достаточно импровизационному все-таки в последние дни в связи с приездом Алексея Навального. Что касается общества, я, к сожалению, не могу порадовать ваших слушателей и зрителей, поскольку мне кажется, что на данный момент общество находится в такой ковидной апатии. Безусловно, люди просто боятся, многие из тех, кто бы принял участие, например, во встрече Алексея Навального, боятся выходить в публичное пространство, боятся заразы, находятся на изоляции. Вот чисто медицинская такая санитарная эпидемиологическая картина, она, безусловно, способствует тому, что режим Владимира Путина добавил, так сказать, себе репрессивности на такой, я бы сказал, легальной основе. Я думаю, что та часть общества, которая настроена оппозиционно, она все-таки расколота, и мы видим по комментариям в прессе, если ее можно назвать прессой теперь в социальных сетях, мы видим, что как минимум часть оппозиционеров с подозрением относится к Алексею Навальному. На мой взгляд, эти подозрения не обоснованы, но это тоже факт. Кто-то его считает недостаточно радикальным, кто-то там пишет
про какого-то агента Кремля, хотя это достаточно смешно, но это действительно достаточно массовое явление. И вот поднять это оппозиционное движение сейчас, именно в разгар зимы и неполитической такой ситуации, мне кажется, достаточно сложно. Разумные политологи говорили, что Навальному нужно было возвращаться весной, ближе к лету, когда развернется кампания по выборам в Государственную Думу. Но это его, собственно, выбор, когда выходить на политическое поле. Видимо, он почувствовал себя в силах сейчас это сделать. Возможно, он рассчитывает на то, что судебный процесс по переводу его из вот этого вот состояния условного, отбывшего на самом деле это условное наказание, но, так сказать, СИН хочет, или те, кто стимулирует СИН, хочет перевести его как не отбывшего наказания за нарушение в тюрьму. Вот этот процесс затянется, и как раз к началу выборной кампании, собственно, он будет в разгаре, в центре внимания. Ну вот, возможно, такие расчеты, насколько они разумны, мы увидим через некоторое время. Я, опять же, не очень рассчитываю на быструю какую-то мобилизацию российского народа, населения. Уж больно как-то вяло мы все реагируем на очевидные какие-то проявления произвола. Вот 6 лет дали аспиранту МГУ сегодня Мифтахову за якобы поджог офиса «Единой России». Ну, в общем, ситуация ничем не улучшается, скорее, так сказать, диктатура своими новыми всеми законодательными актами, гонениями на иностранных агентов и прочими пакостями, она закрепляется и в практике жизни, и в сознании людей. Артем, уже многие, в общем-то, сравнивали еще до возвращения Навального, после того, как он объявил, его поступок и поступок Марии Колесниковой, которую, собственно, выпихивали из страны, выталкивали из страны. Она разорвала паспорт, вернулась в Беларусь, и ее сразу отправили в СИЗО КГБ. И это тоже очень сильный ход, конечно, был. Но вот как бы, если говорить о общественном политическом эхо этого шага, как бы вы его оценили? Шага Колесникова или шага Навального? Шага Колесниковой и шага Навального. Я понял. Ну, смотрите, Колесникова делала это тоже довольно героический поступок, делала в момент, когда страна продолжала переживать такую острейшую турбулентность на серьезном эмоциональном подъеме, если не сказать надрыве. То есть тогда подобные новости, они укладывались в ежедневную нервную встряску. То есть там сегодня Колесникова порвет паспорт, послезавтра убьют Романа Бондаренко, до этого выйдет 100 тысяч там народный ультиматум. Я путаю сейчас даты, но суть в том, что тогда страна жила вот в каком-то смысле продолжает жить в таком состоянии. И в этом смысле событие, которым был разрыв паспорта, оно было одним из, но не чем-то, не некой такой горой в долине, да. И вот здесь это отличие, потому что, как правильно заметил коллега, ему, конечно же, виднее, российский политический ландшафт довольно сегодня такой тухлый, я бы даже сказал, с точки зрения репрессивности, с точки зрения апатии, депрессивности общества. И на этом фоне такой поступок, он выделяется намного сильнее. Ну и плюс, еще раз, не умаляя ни в коем случае то, что сделала Колесникова, риски чуточку разные. Навального пытались убить. В Беларуси оппозиционеров вот прям так целенаправленно политических лидеров не убивали все-таки уже лет 20. Да. И мало кто думал, что Колесниковой грозит смерть. С Навальным все не так однозначно. Понятно, что его там в тюрьме, скорее всего, никто трогать не будет, но мало ли что потом. И кроме того, если Колесникова это делала в ситуации, когда, она тоже понимала, что она сядет, разумеется, и приносила такую своеобразную тоже жертву, но это была жертва на дело революции, которая в тот момент была снова-таки, в зените, можно сказать. А Навальный делает свою жертву во имя будущего, во имя, может быть, своего политического капитала, своей моральной какой-то позиционирования своего, да.
Но он, я думаю, осознает, что сейчас, если его посадят, то толпы рассерженных москвичей не будут штурмовать тюрьму. А вы это исключаете, кстати? Я думаю, Такое не может что быть. вот со стороны, глядя там, из Беларуси, я не вижу в российском обществе сегодня той протестной волны, той способности к протестной мобилизации, которая могла бы привести к чему-то большему, чем какие-то однодневные, двухдневные протесты по этому поводу, а скорее всего даже меньше, чем то, что было в ситуации, когда его посадили вот по Кировлесу, и когда на Манежную, по-моему, выходили люди, и тогда, там 1000 людей выходили, да, может быть, до 10 тысяч, я уже плохо помню, может, Михаил меня поправит. Но сейчас что-то мне не кажется, что будет что-то подобное, потому что его репрессии против Навального, они рутинизируются, они становятся чем-то таким привычным. А протест, он обычно выходит из-за того, когда какой-то общественная какой-то договоренность негласная или некую привычки власть нарушает. То есть когда власть идет против того, к чему люди привыкли, повышает градус насилия очень серьезно. С Навальным, плюс-минус все ожидали его ареста. Очень, мне кажется, узким будет то ядро протестующих, которые готовы будут, даже несмотря на то, что все пошло по прогнозу, взять и пойти на какие-то решительные действия, радикальные действия. То есть стать цепочку солидарности – это все-таки красиво, но к политическим изменениям это вряд ли приведет. Хабаровск показал, что даже очень упорный длительный протест не приводит к изменению политического решения Москвы. Михаил, а вот скажите, вас сильно удивит, если вдруг российская власть, скажем, снова даст Навальному, предположим, условный срок? Или суд рассмотрит иск в СИН и скажет: нет, знаете, мы подумали, что, в общем, он выполнял условия условного осуждения, да вообще придумает все, что угодно. Там специалисты есть на придумывание. И вот, так сказать, сыграет такую игру. Запад требует: не сажайте Навального, мы не посадим, и ладно. Тем более, что действительно, вот как и вы, и Артем говорит, что какой-то там революции по поводу, скажем, его осуждения не будет. А мы вот такую хитрую, так сказать, штучку, а может и намекнем, что... А может, у Навального что-то и с Кремлем какие-то есть тонкие связи. Они так не могут сыграть? Я, честно говоря, не верю в адекватность российской нынешней власти. Дело в том, что, на мой взгляд, решения принимают люди не такого политтехнологического плана. Вот помните, был Сурков, он любил такие хитрые комбинации, дискредитирующие противника, заманивающие его, связывающие и как-то так красиво, чтобы все сделать и не тупить. А вот вчера и сегодня мы видим довольно тупое такое дуболомство. Что стоило-то сыграть в легкую, посадить самолет во Внукове. Бузовских, кстати, каких-то поклонников липовых туда подвезли, спеть, сплясать вручить Навальному повестку прямо где-нибудь на трапе, посадить его в машину, отвезти домой, и сорвать и встречу со своими товарищами и, так сказать, до 29 января, до суда как-то, в общем, скандал притушить. Героического такого ареста под камерой, безусловно, не было бы. Или уж сегодня, решили его судить по мере пресечения. Привезите в нормальный суд, садите в клетку, как в России заведено, пустите не 2 камеры государственные, а еще кого-нибудь, адвокатов вовремя. Сыграйте все как положено, да. Зачем же так грубо нарушать и вытирать ноги об уголовно-процессуальный кодекс? Глупо ж выглядит, но, тем не менее, делается глупо, примитивно, дуболомно, чтоб неповадно никому было. Поэтому я в сложные комбинации сейчас властные не верю. Решили наказать, сильно. Накажут, по всей видимости. Я не исключаю теперь, что и суд, который формально должен быть публичным по всем этим делам Ефраше, о замене условного срока реальным, он может в таких же условиях пройти реальной закрытости, но и не дать эффекта, на который, может быть, рассчитывал Алексей.
Поэтому может быть вот что. Конечно, во-первых, очень много зависит от людей, будут ли выходить к суду. Вот сейчас едут ли в Химки или не едут, скорее маловато едет. Зависит от того, какая будет реакция на Западе, вот эти формальные осуждения, или кто-нибудь всерьез скажет о санкциях и о серьезных санкциях, о болезненных. Ну, какой-нибудь сюжет, связанный с Северным потоком, вдруг возникнет. Есть болевые точки у путинского режима, на которые можно нажимать и Западу, и оппозиции. А вот что из этого будет на самом деле, вот трудно сейчас предположить этой зимой. В конце концов, всякое бывает. Да, действительно, коллега прав. Для того, чтобы люди сильно возмутились, власть должна как-то сильно наступить на привычную. Ну вот сейчас они на самом деле и наступают на привычное, так сказать, на то, что надо играть хотя бы с соблюдением хоть каких-то формальных правил. В конце концов, в 2019 году мало кто ожидал, что будет такая реакция на нерегистрацию кандидатов, когда были собраны за них подписи и будут месячные демонстрации протеста. В общем, политика вещь трудно предсказуемая, и в России тоже, хотя если посчитать, посмотреть на рейтинги, посмотреть на то, что рейтинг Путина падает, но как-то, на мой взгляд, достаточно медленно, но я бы не смотрел на какой-то оптимистичный сценарий мягкого выхода из этой вот истории с Навальным. В конце концов, они же тоже понимают, что своим ходом он решил сделать имя, историю, поднять популярность, стать реальным кандидатом, который может заменить Путина на президентском посту, в конце концов, как многие считают. Может или нет, трудно сказать, но заявочку-то сделал, а за заявку могут очень сильно обидеться те самые дедушки, которые сейчас в погонах правят Россией. Артем, вот у меня следующий вопрос по поводу, скажем так, в какой степени персоналистской является политика в Беларуси, ну и в России, раз мы говорим об этом. Вот когда Виктора Бабарыка арестовали, когда за него уже было собрано там фантастическое количество голосов, за него подписались 10 тысяч, там 500 000. Вот когда он был арестован, ну вот это к какому-то взрыву не привело. Когда был его нерегистрация 14 июля, да, вышли люди на площади, и несколько тысяч вышло. Кстати, только сейчас начались суды над этими людьми, они до сих пор сидели в тюрьме, тех, кого задержали тогда, полгода назад. Но это были, ну, несколько тысяч. А вот после 9 августа взорвалось. Вот в какой степени как бы белорусская политика сфокусирована на людях? Вот тогда как бы Бабарыка, его арест и его нерегистрация, ну такого вот уже как бы ядерного взрыва не вызвало, а 9 августа выборы вызвало. Почему? Я чуточку поспорю. А мне кажется, сами выборы 9 августа тоже не были катаклизмом каким-то для власти с точки зрения протестов. Числа людей, которые выходили на улицы 9, 10, 11, они были, конечно, велики. Это были десятки тысяч человек, но это не были сотни тысяч. И, в принципе, с подобного размера протестами власть могла справиться там, более аккуратно, если бы хотела. И, скорее всего, вот это и был тот как бы ответ общества на фальсификации, да, то есть было ощущение, подкрепленное многими доказательствами, что у Лукашенко нет большинства, он себе делает большинство, вот выходит протест, но потом, собственно, вершина революции, она была из-за насилия, и поэтому... Я думаю, что и опросы, кстати, протестующих это тоже показывают. Были исследования уже протестующих, десятков тысяч человек опросы, и они показывают, что именно насилие стало главным триггером. Вот это вот такое неизбирательное, очень брутальное насилие. И, честно говоря, если бы в России что-то подобное произошло, я думаю, что российское общество отреагировало бы похожим образом. Ну, то есть если бы в ответ на протесты, там, вот то, что было на Болотной, да, в 2011 году, или там 6 мая у них были, по-моему, у вас протесты, последняя большая акция. Если бы ее не просто разогнали, а всех задержанных или там половину задержанных еще пытали в изоляторах,
еще были бы жертвы, то, возможно, бы в мае режим Путина бы очень серьезно тогда и пошатнулся. Поэтому, в принципе, ситуации похожи, с той лишь разницей, что российская власть не допускает триггеров подобной величины и таких глупых ошибок, как белорусская. Мы с коллегой одним из России обсуждали эту тему о том, что лучше иметь глупый авторитаризм или умный авторитаризм, и так и не пришли к одному мнению, но факт остается фактом. Российская власть все-таки при всей своей зашоренности и брутальности работает все-таки аккуратнее, чем белорусская. Хотя глупеет на глазах. Знаете, с годами это не вино, да. Тут ну, братство оно сказывается. Все в одну сторону. Михаил, я вот прочитал в одном из комментариев по поводу возвращения Навального, что, ну, сейчас, очевидно, Навальный первый номер в российской оппозиции. Вот согласны ли вы с этим? Ну, в этом смысле действительно, вот знаете, мне кажется, что спроси, скажем, белоруса, я не знаю, немца, или спроси с другой стороны, скажем, там, работягу в Челябинске или крестьянина в Ставропольском крае. Ну вот кто там в оппозиции есть? Ну, Навальный. Этого знаем. А кто еще? Да я не в курсе. Ну, есть там какие-то люди, но вот я не знаю. И я говорю, это от простого, так сказать, русского человека спроси, или спроси белоруса, или спроси немца, американца. Ну, все скажут, мы знаем Навального, а больше никого не знаем. Вот на ваш взгляд, это, ну и плюс вот этот его поступок, это свидетельство о том, что ну, он бесспорный первый номер. Ну, безусловно, конечно, он оторвался от всех остальных. Собственно, ну, во-первых, трагедия гибель Бориса Немцова, который был убит, да, все-таки он был таким ветераном и человеком, который сплачивал оппозицию, модератором, собственно, они были примерно на одном все-таки, на мой взгляд, уровне, по крайней мере, среди людей, не поддерживающих Путина. Это первое. Второе, ну, смотрите, все-таки две фамилии, они есть на слуху еще, по крайней мере, в России. Это Каспаров и Ходорковский. Но они оба эмигранты и прочно находятся в эмиграции. И вот, собственно, выбор Алексея Навального – это нежелание повторить их судьбу, остаться таким выжидающим эмигрантским политиком, таким, не хочу их обижать, но вот, я не знаю, если не Лениным, ждущим 17-го года, то... Хмейни, может быть. Ну да, нет, ну возвращались, конечно, опять это тоже немножко обидно. Вот, были и другие возвращенцы триумфальные на родину, в конце концов, из эмиграции, хотя больше оставалось там. Вот они присутствуют, существуют. Не будем обижать молодых политиков, которые растут, и у них там тоже есть свои поклонники, там целый список, наверное, есть в такой, не высшей, а в первой лиге. Но Навальному они сделали, конечно, биографию. Он ее сделал сам разоблачением и борьбой, а они ему сделали вот этой историей с отравлением чудовищным и его счастливым, слава тебе, Господи, воскрешением, возвращением теперь и вот дальнейшим, так сказать, терновым венцом в каком-то смысле, который власть хочет на него водрузить. Вот возвращаясь к предыдущему периоду нашего разговора, ну, знаете, вот какой-нибудь Сурков бы точно таких ошибок не допустил. Ну, а люди силовые, чекистские, они считают, что если нагнуть, унизить и загнать за решетку, то все у них получится. А главное для них ведь сейчас, понимаете, ночь простоять, день продержаться, опять вывести еще какие-то суммы, продолжить кормление, передать кормление детям. И в этом смысле изоляция Алексея Навального, к сожалению, дает им такую возможность, собственно, оттянуть, как там говорили, оттянуть свой конец в бункере. Михаил, вот на ваш взгляд, в какой степени российская политика, российская оппозиционная политика, она фокусируется на персоналиях? Вот
такова ли русская политическая культура? Потому что в последние годы в России было много протестов, скажем, тот же ШИЕС, там в Дагестане были, но все-таки самый такой продолжительный, самый упорный, самый такой несгибаемый, это был протест в Хабаровске, протест за губернатора Фургала. Ну, может быть, как бы Фургал в данном случае был больше символом, но тем не менее, вот у него был, как бы, у него было лицо, вот губернатора Фургала. Вот в этом смысле сегодня, завтра, через полгода, так сказать, вот на ваш взгляд, российская политика и будет такой, то есть, ну, скажем так, россиянам нужен новый лидер. Понятно, что все к нему сводиться не будет, но он важен. Или нет, или люди могут ради идеи, так сказать, из-за, скажем, нелюбви к Путину, вот Путин плохой, а кто уже вместо него, не важно, или важно? Ну, я думаю, что и все эти аргументы, они будут работать. Одни будут против Путина и его системы, другие за того следующего лидера, за Навального, не знаю, за кого-то еще. Кстати, может, из-за Фургала на Дальнем Востоке, в конце концов, он держится хорошо, а во время своей работы показал, что можно в рамках даже путинской системы, ну, скажем, быть эффективным достаточно управленцем, который слышит народонаселение и не очень его такие небольшие запросы разочаровывает. Кстати говоря, это, опять же, на мой взгляд, показывает история с Фургалом, что сменщиком Путина, возможно, будет совсем не человек из такой оппозиционно-революционной среды, а вот какой-нибудь, да, персонаж а-ля Фургал или ваш Бабарыка, кто-то такой промежуточный, переходный, не столь пугающий, но в то же время другой, не чекистский, не военный, умиротворяющий какой-то деятель. То есть запрос на такую фигуру, собственно, есть. Возможно, там и где-то на верхах какие-нибудь недобитые либералы тоже думают о том, чтобы какую-нибудь такую фигурку бы хорошо иметь на случай там неприятностей типа Кудрина или, может, из Мишустина что-нибудь такое вылепить. Вот, наверное, так. То есть, конечно, людям нужны живые примеры, нужны яркие какие-то персоны, нужны люди, которые, собственно, будут предлагать не только программы, понимаете, когда там предъявляют, вот сейчас Навальному постоянно, и Путин предъявил, а где у него программа? Так Навальный говорит, ну, посмотрите на сайте, есть программа. На самом деле эта программа интересует отнюдь не многих, может, Путина интересует, а их избирателей потенциальных Навального в значительной степени, как и во времена Ельцина, интересует сильная, яркая личность во главе страны, тем более, что политическая система так сконфигурирована, что действительно от одного персонажа, если он действительно прорвется вот на это путинское кресло самодержца, будет очень многое зависеть, а бюрократия и вся эта, значит, публика, которая вот занимает средние слои, она же гибкая, она перестроится мгновенно и побежит совсем в другую сторону. Артем, и у меня к вам вопрос о возможном эхо возвращения, ну, возможного осуждения Навального на Беларусь. В Беларуси идут, ну, споры, высказываются предложения, а вот хорошо было бы, значит, чтобы Тихановская вернулась, чтобы вот вокруг нее там были, не знаю, дипломатический эскорт, там пришли десятки тысяч людей, и что вот ее возвращение как бы будет очередным все-таки импульсом, который протест, так сказать, подымет, подогреет. Вот. Плюс к тому, что вот она будет как бы субъектом неких переговоров. Вот на ваш взгляд, возвращение Навального, при всем том, что другая страна, другая политическая ситуация, система, но тем не менее, вот каким может быть это эхо? Или его вообще не будет? Тут эхо может идти на двух уровнях. Во-первых, такое косвенное, в том смысле, что возвращение Навального, его арест вероятный, это еще один шажок в сторону закручивания гаек в самой России, это еще один шажок к консолидации российского режима,
чем консолидирование авторитарный режим в России, тем больше там роль играют условные там ястребы, консерваторы, силовики, тем больше Россия движется вот в эту вот в сторону ГКЧП условного, да. И такая Россия – это один подход к Беларуси. И поэтому арест Навального может быть одной из, как его отравление, одной из вехой на пути в сторону того, что Россия белорусизируется. И, соответственно, может быть, у Путина и Лукашенко будет больше общей, скажем так, больше общего. И, может быть, держаться они будут друг за друга больше. И санкции, которые ведут против России, в этом смысле могут сыграть не в пользу Лукашенко, не в пользу белорусскому протесту, а в пользу Лукашенко, потому что это их действительно смыкает против общего врага еще больше. Это первый такой уровень последствий. Второе, если говорить как Навального, как о примере для белорусских оппозиционеров, мне сложно, на самом деле, предсказать, как поведут себя белорусские оппозиционеры. Пока они все заявляли, что они полезнее на свободе и в миграции, чем дома. Я готов с этим согласиться насчет Тихановской. Не уверен, что готов согласиться насчет всех остальных. Но все-таки сейчас делать такой же шаг, как и сделал Навальный, вот прямо сразу. Может, кто-то боится чисто из соображений, что обвинят в том, что попугайничаешь. Просто повторяешь, сам не был способен до этого, а тут продолжили дорожку и пошел. Все-таки в политике надо быть немножко оригинальным. Я также допускаю, что кого-то он все-таки смотивирует этот шаг вернуться. Может быть, снова-таки не людей там высшего эшелона, не Светлану Тихановскую, не Павла Латушко. Но, конечно же, последствия будут похожими. То есть, разумеется, власть белорусская, она еще менее бесхитростная, еще более бесхитростная, чем российская. Я уверен, что арестует этих людей просто для того, чтобы не разгребать последствия игр политтехнологических с их освобождением. И люди будут просто сидеть до амнистии условной, да, когда бы она ни пришла. А в то же время, я вот сегодня написал об этом пост, для политэмигрантов, если они видят свое будущее в белорусской политике, а не только в ожидании того, что Беларусь их позовет, так вот, если они видят свое будущее в белорусской политике, такое жертвенное возвращение могло бы стать путем к такому наращиванию политического капитала на перспективу. А поскольку Тихановская не видит себя, судя по всему, политиком и не хотела им быть, а является скорее символом, для нее этот шаг, мне кажется, бессмысленный абсолютно. Для остальных в нем могут быть и плюсы, и минусы. И для кого-то из них плюсы могут перевесить. В том смысле, что добавленная стоимость их нахождения за границей сейчас, она очень быстро движется в сторону Каспарова и Ходорковского. Но Ходорковский хотя бы, насколько мне понятно, деньги дает кому-то, а Латушка и, я не знаю, Ковалькова или Цепкало вряд ли. Понятно, хорошо. Спасибо большое, господа. Спасибо, Артем. Спасибо, Михаил. Я думаю, что мы еще, может быть, не раз вернемся к обсуждению этой темы. А за тем, как она будет развиваться дальше, наши зрители могут следить на канале «Свобода Премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего доброго. Спасибо. Спасибо.